Западная часть Абхазии – это настоящий кладезь исторических, природных и культурных сокровищ. Здесь, среди пейзажей, можно найти древние храмы и крепости, величественные каньоны и чистейшие пляжи. Озеро Рица, Новоафонский монастырь, Новоафонская пещера, Гекский водопад – это лишь некоторые из визитных карточек этого края. Гудаута привлекает спокойной атмосферой и малолюдностью, Афон – историческими и культурными памятниками, Пицунда – чистым морем, пляжами и целебным микроклиматом, а Гагра – развитой инфраструктурой и достопримечательностями. Перейдя абхазо-российскую границу по реке Псу, путешественники попадают в Абхазию, которую поэтично называют «страной души». На границе жизнь кипит круглый год, но особенно оживляется все в летние месяцы, когда сюда устремляются потоки туристов. На момент съемок отдыхающих было не так много, однако дорога была оживленной из-за отъезжающих машин. И все же мы смогли пообщаться с гостями, которые приехали в нашу страну, чтобы отдохнуть. В основном их интерес к Абхазии был вызван рассказами знакомых и друзей. Откуда вы приехали, на чем вы приехали, с кем вы приехали? Мы ехали на поезде, вот, и доехали быстро, хорошо. Погода замечательная. Мы с семьей, у нас папа, мама, 3 детей. Вот у нас Гриша первый раз. Девчонки уже были, мы часто ходим в горы, пойдем тоже на Аватхару и покупаемся еще в Пицунде. Вот. Как вы узнали про Абхазию? Знаете, наверное, лет 12 еще назад мы здесь на велосипедах катались. Вот, приехали с велосипедами, катались. Даже не знаю, вот. Как-то доехали до Сочи, узнали про Абхазию, поехали кататься, потому что там красивее. Куда едете именно? В Абхазию, в Пицунда. Лучшее место – это Пицунда, море. Вы первый раз в Абхазии? Нет. Откуда приехали? Москва. На сколько дней, с кем приехали? С семьей. Надеюсь, подольше. Из Курска приехали с семьей, как бы сын, жена, как бы я. Очень нравится нам, чисто, море хорошее, природа, сами понимаете, сами знаете, что рассказывать. Получается, вы не первый раз приезжаете? Нет, мы каждый год приезжаем. А первый раз, как вы узнали про Абхазию? Знакомые, бабушки, мамы ездили. Географию Абхазию знаем, как бы. Что больше всего вам нравится здесь, в Абхазии? Природа. Природа. Природа, горы, красота. Местное абхазское гостеприимство. Мы из Нижневартовска, из России, приехали с сыном и вот с друзьями отдыхать. Узнали, наслышаны. Многие друзья отдыхают здесь, в Абхазии. А именно куда вы едете? Сейчас едем в Сухум. А какие места планируете посетить? Что-то узнавали уже? Озеро ваше популярное, водопады. Далее наш путь лежал в настоящую жемчужину Абхазии – Гагру. Здесь разнообразный выбор жилья для туристов. Мы посетили отель «Изумруд», расположенный в курортной части Новой Гагры. Его озелененная территория, прогулочные дорожки и места для отдыха создают атмосферу уюта и спокойствия. Бассейн, тренажерный зал, спа, сауна, хамам, ресторан и шведский стол, а также детская зона делают пребывание в отеле особенно комфортным и приятным. Все включено для того, чтобы отдых был по-настоящему беззаботным. У нас здесь детская зона. Эту зону посещают также и взрослые, родители, отцы, матеря и просто девушки. Мы здесь проводим различные мероприятия. Это художественные какие-то изображения. От себя, потому что не всегда хочется покупать какие-то сувениры в магазине. Хочется что-то отсюда взять, сделанное своими руками. Стараемся подойти к этому творчески. Все наши работы детские, они предоставлены на этой доске. А также мы проводим различные шоу-программы. У нас пенные вечеринки, у нас дискотеки. Очень большое внимание уделяем здоровому образу жизни, и поэтому наши аниматоры проводят акваэробику, различные мероприятия спортивные с детьми. Я думаю, что отдых для наших гостей здесь очень интересный и разнообразный. В отеле 242 номера, почти все из которых заняты. Отель открыт круглый год, за исключением 2 зимних месяцев. Заполняемость у нас в отеле практически стопроцентная. То есть сейчас у нас
практически все номера распроданы, единичные свободные, но работаем мы с туроператором, который предоставляет нам возможность заполнить отель полностью. И если брать по количеству номеров, то количество гостей то же самое. Но бывает вот исключение, что количество гостей, приезжающих с маленькими детьми немного меньше. Туристам здесь предлагают разнообразные экскурсии, и они с радостью соглашаются их посетить. Мы пообщались с гостями, остановившимися в этом отеле, и узнали, как они организуют свой отдых и почему их выбор пал именно на этот отель. Я приехала из города Кирова, и на самом деле я в Абхазии уже не первый раз, но выбирая отдых именно в этом году, я решила посмотреть фотографии, почитать отзывы, и мой выбор пал, конечно же, на отель «Изумруд». Здесь просто замечательные локации, очень красиво, очень вкусно, очень интересно. Про Абхазию, наверное, много отдыхающих, много туристов, приезжая, привозят с собой различные воспоминания, эти воспоминания передают тебе, и, конечно же, хочется оказаться в такой же атмосфере, как здесь. Я приехала на 10 дней, и из всех локаций мне, наверное, ближе всего больше нравится озеро Рица. Очень красивые локации ты проезжаешь, когда проезжаешь к этой жемчужине Абхазии. В общем, это очень красиво и стоит увидеть вживую. Вы к нам прилетели или приехали? Прилетели, а обратно мы поедем. Прилетели куда? С самолетом в Сочи. В Сочи. А почему не в Сухум? Ближе по локации было и удобнее добраться до Сочи, проехать через весь этот путь, пройти его и оказаться уже здесь. Узнали случайно из рекламы, посмотрели, что нас устраивает и близость к морю, и то, что отель достаточно молодой по своему рождению, то, что здесь все включено, и мы рискнули, поехали. В Абхазию мы первый раз. Нам здесь очень нравится. Мы приехали большой своей семьей, с детьми, невесткой, внуком. Что уже успели посетить, что планируете посетить? Планируем, как все, посетить жемчужину Абхазии, это озеро Риц. Обязательно хотим внука свозить в сталактитовые пещеры, это Новый Афон. И, соответственно, прогулка на корабле. Больше, наверное, у нас пока времени не хватит на все остальное. Питание тоже замечательное. Голодными не ходим, даже мечтаем, чтобы немножко испытать чувство голода. Здесь мы пробовали в нашей столовой все, в нашем кафе. И здесь действительно все очень вкусно готовят, поэтому даже нет желания куда-либо идти. Посетить Гагарскую набережную, находясь в Гагре, обязательное условие для любого гостя этого места. Днем пляжи не так заполнены отдыхающими, но вечером набережная оживает и наполняется гостями. Они с удовольствием проводят здесь время, гуляют, дышат морским воздухом и любуются красивыми закатами. С радостью делятся впечатлениями об Абхазии, рассказывают, что успели посетить, как добрались и, конечно, как узнали об этом удивительном месте. Приехали первый раз в Абхазию, приехала с семьей. Мы из Нижнего Новгорода. Всем привет! Вот, очень нравится, очень душевный, теплый, уютная страна. Знаете, такое ощущение, как будто бы приехала в деревню к бабушке, но на все лето. Отдыхается очень хорошо. Я приехал первый раз в Абхазию. Вот, меня поразило первое, что я на даче Сталина был в озере Рица. Потом конные прогулки сегодня у нас были очень замечательные в ущелье Баба-Яга. И мы катались еще на лодочке по набережной. Нам показали самое интересное дача Хрущева, которая сейчас дача Путина. Дача Горбачева, вот, потому что для меня все это было интересно. И, конечно, ваша кухня. Очень все вкусно. Мы питались в нескольких ресторанах. Домашняя еда самая вкусная. Сыр, вино. Я его не пил, но лимонада мне понравилось больше всего. Вот, спасибо вам большое. И, если честно, по сравнению с другими курортами, я влюбился в вашу страну. Еще не раз вернемся сюда. Спасибо вам большое за ваше гостеприимство. Нам очень нравится Абхазия. В прошлом году мы приехали на пару дней буквально. Дети влюбились. Мы были в Пицунде, мы посмотрели Новый Афон. Вот в этом году решили посмотреть Гагру. Очень круто вообще. Впечатляет природа, растительность, архитектура. Боже мой, даже эти заброшенные здания тоже очень круто. Ну, не знаю, впечатляет, очень впечатляет. Хочется вернуться еще. Ну вот как вы узнали про Абхазию? На самом деле, как бы многие-то ездят все равно и рассказывают, что здесь очень хорошо, здесь очень интересно. Именно море чистое, пляжи прекрасные, растительность, опять же.
вот эти вот заброшенные даже ваши города-призраки. Инстаграм. Сейчас очень-очень много в Инстаграме, очень популярные как бы видеоролики, очень много всего интересного именно прям про ваши достопримечательности. Очень классно. Местные жители в неофициальной беседе говорят, что туристы, конечно, есть. Возможно, их не так много, как в прошлые годы, но и утверждать, что их нет, было бы неверно. Есть и еще один момент. Туризм активно развивается в восточной части Абхазии, и многие гости нашей страны устремляются туда. Поэтому может сложиться впечатление, что туристов стало меньше. Абхазия – это страна, в которой каждый город словно дышит историей и красотой. Здесь, среди живописных пейзажей, душа находит умиротворение, а сердце – источник вдохновения. Абхазское гостеприимство создает неповторимую атмосферу уюта и тепла. Это отмечают не только местные жители, но и гости, которые уезжают отсюда с особенными воспоминаниями и теплом в сердце. Лаура Капш, Адам Арджиня, Абхазское телевидение.